Так, тут вот на пароме вот такой движняк. Заезжал и ушел. Ушел чуть-чуть. Ну, такая насыпь свежая. И получается в колее застрял. Вольвочка. Сейчас вот будет бульдозер. Стараться его в зад запихать. Аккуратненько. Не знаю, как это получится. Ну, посмотрим, короче. Сейчас выключаюсь. Бульдозер подойдет. Да, эпопея, в общем, такая. Мне не получилось. Аккуратненько, в общем, в резинке. А у него отвал уже перекос есть. Куда вот чутка должен быть. Короче, такая съемка с близка не получается. Да. Поехали! Камень такой там. Все, чутка помог, короче, зашел. Ну, такая. Все охуенно! Интересно, блядь! Это интересно! Наоборот, все заебись! В общем, такой движняк. Сейчас будет равнять. Ну а так мы пока в очереди, в общем. В общем, укатывает, пытается, но она такое все аж как плывун движется. Грунт. Сейчас надо скальника будет привезти, наверное, еще отсыпать, потому что так что-то не вариант, наверное, следующий тоже встрянет. Аж шевелится весь грунт, короче. Ну и такая обстановка, тут очередь. И там дальше он за горизонтом, и, короче, паромов 3 ходит, один тут что-то проткнул себе, Леонтьев этот, стоял после обеда, только ушел, не знаю, что они там делали, или застряли, или что-то пробили. В общем, такие дела. Продолжаем, сегодня 30 понедельник. Сейчас засниму шефу, хочешь? Вон, Леха зашел в гости, коллега по несчастью, 3-й день стоим тут. Ну и тут начался движняк, наши чуть-чуть перекрыли, чтобы легковушки не заезжали. Туда. И получается, и паром пришел, с парома машины, и рядом с нами выстроились. Вот пацаны объезжают типа на Аямовский, дальний причал туда. Ну и все получается, задом никто не хочет сдавать, ГАИ приехала. Не знаю, что будет, такой движняк интересный. Ну и все, паромы ходят. В общем, вот 4 пришла, была 5, 8, 9, и на Аяме там свой паром какой-то частный еще. Ну а мы пока заседаем, уже у нас финишная прямая видна в повороте. Ну да. Ну и Леха там получается. Не, ну оно если так вот идет, как сегодня, они, считай, раскидали. Сегодня мы стояли где? Машин 60, наверное, отвезли, короче, вот так где-то. Да, с километра. Ну, завтра точно, наверное, уедем, только вопрос там утром, в обед или вечером. В общем, такие дела. Вот этот коллапс местного масштаба, как будет разъезжаться. Ну, мы точно не участвуем в разъезде, мы вот там стоим прижатые вот сюда. И такие дела. Ну что, стоим в ожидании, провожаем, встречаем пароходы. Паром 8 пришел, самый такой, ну, один из больших здесь. Вот 4, она фуры не берет. Там причалил
Ну, там, где застряла машина, видите, у них там, ну, далеко в воду насыпь. И она напитывается водой и провалы. Ну, это там стоит толпа. А опасные грузы, типа, и кто очередь объезжал, там, пацаны. Типа, мы туда только и все. Ну, все, мы тут стоим, ГАИ там регулирует ситуацию. И вот с Алексеем тут тусуемся, короче, решили узнать, почем паром, потому что там 11300 было, а эти вроде как государственные подешевле. Что-то в рацию там разные цифры слышали, а сколько никто не знает. Вот они, подчаливая. Сейчас якорь киданет и будет относительно него вот сюда попадать. Ну и здесь, кстати, вот заезд такой, ну, чутка продавили, но нормально. Получается, без перекоса заезжаешь просто как чуть-чуть вниз с берега и все. Сегодня, может, он еще рейс сделает. Сейчас уже 9 вечера. Они вроде как до 11. Туда по течению он идет в районе часа. Назад 1,5 вроде как. Может, чуть больше. Ну и плюс погрузка-разгрузка получается. Такой движняк. Вот. Установка, короче. По кайфу. У нас передо мной получается машин 7, 8, 9, 10, 11, 11 передо мной. Больших, я имею в виду. Ну я типа, если эти уедут, то я с утра могу заехать, может быть, через один. Ну или сегодня вечером еще кого-то увезут. Потому что ходит на это место 8, 9 и 5. Вот сюда. Пошло дело. Сейчас он чутка вперед поддаст, я так понимаю. Тут он уже счастливые люди возвращаются, выгрузились. Ну, одна фура только. Вот такая вот. Сейчас досниму швартовку окончательно. Это у меня как раз аппарель, как якорь его тормозит. Все, опустил ее и нормально. Там, наверное, потом подтянутся чуть-чуть и все. Ну там он угла даст, наверное, носом к центру реки. А аппарель все равно на месте проворачивается. В общем, такие дела. Давайте, всем удачи. Мы ждем своей очереди. Так, ну вот я уже подкрался почти. Поворот, вот загрузка идет. Маленькие машины вот на 4 уплыли. Получается, тут одни грузовики. Уже 4, по-моему, приехало. Ну, нормально, в принципе. И может быть придет еще 9 и 5 на этот причал. Может даже я сегодня уеду. Ну, если они сейчас подойдут. Там вроде так не видно особо. Тут инспектора стоят, там хотя бы регулируют, перестали лезть все, куда ни попадя. Такой движняк. Ну, потихоньку заходят, там перепад небольшой, в принципе, нормальный заезд. Получается, приехал я 28-го в 3 ночи, сейчас 30-е уже вечер. Ну, ночью будет 3 суток. Цена парома 11 300 рублей для такой фуры. Ну там типа свыше 15 метров. В общем, все стоит 11 300 максимальная цена. Там за травы еще как-то побольше, 15. Но это не точно. Что, погода отличная, вроде тепло. Ну, эти за мной что-то решили не подкатываться. Мерседес куда-то делся, что его начали объезжать, не знаю почему. Пацаны устали ждать. Взяли и объехали. Чувак не дождался, никуда ушел. Инспектора там уже поехали оттуда на кавычках. Туда ломануться, потом смотрят, кто мало пришел, сюда ломануться. Такой залазит вперед залазят легковушки, ну, набьются, и из-за этого там фуры не помещаются. Тут в рации все время возмущается народ. Ну, так повозмущаются и все. Такой движ здесь. Мне все нравится, что 3 дня на отдыха.
снимать по реке все. Ну, как бы видно такие, как белые ночи сейчас. Получается, все время длится закат, а потом закат переходит в рассвет. Получается, все время небо светлое. Перебежат у меня чуть-чуть, эти надо убрать. Ну, противооткатные сложены на, ну, такие разборные противооткаты вольвовские на аккумуляторе. Там отлично на них эти шпильки тарахтят. Короче, всем привет. Короче, стал я в очередь вечерком, и вот эти все парни, они хотят как-то вместе почему-то проезжать. И запустили меня вперед, короче. И погнал я на паром. Сейчас мне еще люлей навешают. Скажут, это что за беспредел? Ну, не знаю, сказали, зачем им вместе все. О, вот зеркало чуть-чуть это. Там, наверное, неудобно просто что-то. И не хотят они, чтобы зад висел на этом. Короче, я вот так вот прямо становлюсь и все. Ну чуть-чуть в поворот. Блин, даже камеру не закрепил на башке, короче, в руке держу, одной рукой заезжаю на паром. Нормально в целом. Оба, оба. Сейчас разуются мои эти. Что, выворачиваю, да? А ту сторону глянь, колесо не касается. Короче, неожиданное, короче, у меня это. Хотел ночевать уже, раскладываться. Он тоже коллега, мы с ним едем. А они мне сказали, проезжай, не хотят, они хотят вместе или что-то длина у них. У них длина или они там вместе, что-то такое. Еще, да? Там колесо то не по... Короче, вот я прибыл. Неожиданная тема, я плыву вечером в Якутск. Крайним рейсом. Не, снимаю просто для истории. Неожиданно, хотя он даже на бошку не закрепил камеру. Все, закончил погрузку на мне. Давайте, всем удачи, плывем. Сейчас пойду платить и поснимаю, наверное, на палубе. Пошла аппарель, поплыли мы. Пошли, вот он нос так под течение подставляет, его течение раз и развернуло паром, и заходим вот нам туда. Они как-то из-за того острова обходят и потом, наверное, уже как бы против течения начнут. Сначала по течению, потом против течения причаливать, наверное, так будет. Тут еще место осталось куча. Ну, легковушки четверка забрала, они подразбежались все. Ну, а я стоял пятый. А пацаны по двое едут, а одна машина нужна. Они мне сказали, давай ты чухай. И я без очереди, короче. Засланный казачок, неожиданный сюрприз.
Короче, в итоге я простоял почти трое суток, было бы через 6 часов. Ну, чуть меньше 3 суток, в общем. В Якутске видно прямо полосами. Дождь идет с тучи. Ну, и там вот, там паромы что-то перестали ходить. Я, получается, на последнем сегодня, наверное. Ну вон, может быть, еще... это, наверное, 4-ка, которая перед нами загрузилась, отходит. Все, погнали. Я еще не платил, я как зайцем пока еду. 11 300, если что, билет стоит на мою машину. Ну и все, такие дела. Сейчас буду выгрузку тогда снимать. Ну или чуть сейчас заплачу, может еще поснимаю что-нибудь. Всем привет. Вот я прорвался в запретную зону, короче, снять вам кильваторный след по реке. Ну, наверх не пуск... Ну, сказали, капитан как бы не любит, чтобы там шастали всякие товарищи. Ну, в общем, вот мы пошли, так хорошо идет по течению он. Ну, сейчас мы идем по течению, скороступа такая. Вон, видите, навстречу как расходимся. Вот капитан Леонтьев, кстати, да, идет. Вот он сейчас пацанов и заберет. Те, кто четвером хотел, наверное, поехать. Ну и все, паром классный, машин много. Это получается, наверное, из грузовиков вообще максимум взял, сколько, ну, бывает. Кто ты сам? Я из Таганрога. Новочеркасск. Да-да. Привет. Здорово. Ну, новочеркасские парни тут тоже. И получается, ну, одни фуры, получается, у нас заехали. Известно сколько. Раз, два, Америка. Это третья. Так вот они тут рядочками. Это 4-я. Это 5-я. Ну, тут еще места куча. 6-я, 7-я, 8 полуприцепов и одиночка. Это максимум. Мы рекорд поставили по перевозке грузовой техники в этом сезоне пока. Ну, из-за того, что как раз совпало, что подбежал паром 4-ка, забрал все легковушки, а так бы они, ну, понапихаются и, ну, маневра нет, наверное, чтобы грузовиков столько впихнуть. Тут прохода нет, опасная зона. Ну, наверное, да. Ну, короче, вот вперед идем на закат. Вот так вот. Ну и все, тут на пароме, считай, все свободно. Ну все, что снял, отчитался, все классно. Ну, сейчас выезжать буду, там говорят, бережок, как бы вниз спускаться и так натяжечку надо на подъем, типа по песчаному берегу. Ну, сейчас камеру закреплю на бошку, буду выезжать. Уже я, наверное, крайне буду выезжать с парома. Весь паром в моем распоряжении, с разгону как навалю. Морда песок и в Якутске я. В общем, такие планы. Все, давайте тогда, удачи. Ну да, вот такой видон из кабины. Типа прям по лужам. Ну, река мощная. Это я так, типа по воде едешь. А то обидится сейчас кто-нибудь. Река мощная, очень уважаю. Рыбы тут. Ну, тут обычно в протоках где-то там рыбачат. Так вот в основном русле я не видел. Тут рыбаков как-то. Осетр здесь же есть тоже. И всякие щуки крупные. Ну, если я уже говорил, тут есть клевая рыбалка, канал, вот парень из Якутии тут ловит рыбу, можете посмотреть там. Крокодайлов там налавливают. В общем, такие дела. Сейчас, может, будем подходить уже, я подсниму Якутск, а потом выезд. Уже, наверное, в темноте будет. Ладно, еще раз всем привет, как говорится. Ну, не знаю, что со звуком будет, короче. Вот, Якутск мы обходим. Он весь, и где-то с краю, наверное, сейчас будем причаливать. Как-то так. Он видно даже, как, слышь, на волнах этот гнется паром. Видите?
играет. А, видно, да, ну, на подушках, видите, шевелится вся техника. Это вот этот маленький катер нам волны дал. Тут если навстречу, наверное, такой же большой паром пройдет, так можно это, ну как, на качелях. Там он дождь как-то полосами видно впереди. Ну, вот сейчас 11 вечера, видите, как тут в 11 вечера, белая ночь, в общем. Ну, это, конечно, не до заполярного круга здесь далековато, но все равно, я не знаю, сколько градусов северной широты здесь. Ну, наверное, где-то около 70, наверное. Надо посмотреть. 70, может, 2, там, что-нибудь такое. Ну, Москва, если так, 60, по-моему, 60-61. Ну, короче, так, по глобусу севернее Москвы километров на, типа, ну, в районе, наверное, Архангельска, что-нибудь такое. Ну, до Заполярья не хватает. 90-я параллель, фу, этот, как не 90-я, да, вот 90-й градус северной широты, по-моему. Короче, сейчас наговорю что-нибудь не того. Полярный круг. Не помню, уже 90-й, по-моему, но 90-й вроде как и на Северном полюсе точки, они должны сходиться. Ну да. Лишняя информация, короче. Не буду вводить в заблуждение. Короче, беру свои слова обратно. Географы, пишите. Ну, в общем, такие подходы к Якутску. Сейчас буду выгрузку снимать. Я последний выезжаю, так как последний заехал. Все, ожидайте. Скоро начнется. Звуки для релакса, но под шум волны. О, уже этот подгазовывает назад, чтобы сбрасывать скорость. Что-то я как-то не вижу причин. Ну, наверное, машин сейчас нету вечером. Ну, уже рядышком осталось. Ну, включусь еще. Ну да, вот уже заходим с этой стороны. Вот, ну, наверное, промзона, край Якутска, и этот закат на Лене. Не знаю, видно вам, как я там голову держу. Ну, вот я стою. Там написано паром номер 8. Все запечатлели. Уже пошли какие-то маневры у нас. Ну, рядом берег, ну, что-то. А, вот, наверное, впереди вот фары машины стоят. Вон за складом большим, с синей полосой. Наверное, туда куда-то. Ну, посмотрим, как бы. Где причалят, там мы будем десантироваться. Все, выключаюсь, а то получится 2 дня съемок. Торжественный момент прибытия у нас. Ну, ля, много уже повыгружалось, да, сюда приехали? Уже. Ну, кстати, вот, пожалуйста, стой, да и все до утра. Не дергайся здесь. Да? Ну, вон, да, между вот этих ворот, я так понимаю, вот, вон на пляж туда. А, или вот это вот прямо. Вот между бульдозером вот сюда, наверное, есть. Да, вот сюда. Это, в принципе, нормально. Все, вот наша точка выгрузки. Вообще все отлично, нормальный тут выезд. Ну да, чуть-чуть колея есть, но по прямой натяжечку и все. Ладно, сейчас пойдут выгружаться, поснимаю кого-нибудь, кто выезжает.
Вон тут, видите, рычаг регулирует. О. Он как вместо якоря, да? Как вместо якоря держит, да? Так, чутка спрячусь. Первый. А? Ну да, да. Да. Давай, удачи. Ну пока не по... А, ну вон еще окончательная финишная парковка. Все готово. Ну, тут нормальные заезды сейчас. Это когда вода упадет, ну, будет больше перепад. Так, а как они будут выходить? А, первый КАМАЗ по широкому. Они еще это будут чек проверять, получается. Надо чек найти, куда я его делал. Интересно даже. А, вот он, мой чек на 11300. Так, это я что-то долгое видео будет. Ну, смотрите, как техника десантируется, в общем. Вон там парни вдвоем на Орде на одной, и один он ездит. Я уже забыл, мы как-то вроде знакомились, не помню имя. Мы еще стояли в Тулуне на заправке вместе. Там назад и по широкому сейчас. Ну, я крайний стою, так что тут вот. Ну, вот у него прицеп точно такой же, колесная формула такая же, как у меня. Да, без проблем, в принципе, можно. Ну, ленивец лучше поднять тоже, потому что, ну, чтобы не придержал, там все равно песок как бы есть. Ну, не знаю, долго не буду затягивать тогда этот. Уже сам буду выезжать тогда. Засниму вам. То есть, в принципе, тему поняли.
Давайте, всем удачи. Так, я поехал с Легонца. Ну, пока в этот угол. Ну и потом назад сдам. Чутка назад. Ну я, наверное, сейчас и выезжаю, получается. Билет. Все, счастливо. Так, механику, наверное. Сейчас придержу и на 3-й поехал на механизации. Ну, в натяжечку. Как бы без проблем, в общем, нормально сейчас. Вода высокая. Проблем нету. Единственное, где выезд, что-то я не пойму. Вот здесь или... выезд, вот стрелки. И сказали мне лучше направо и через центр. А что там, ворота закрыты, что ли, я не пойму. Открывают. Ага. И пошли направо, как посоветовали, чтобы по хорошей дороге. И с другой стороны заеду и поеду, в общем, на Труда, где стояли все время. Не знаю, может остановиться где-нибудь, посмотреть крылья, там что есть. Вообще они на месте, нет? Сейчас, может, вы... Ну, в общем, все, вот так вот. Я в Якутске официально. Давайте, короче, всем удачи на дорогах. Все отлично прошло. Чуть-чуть подождал. Ну, теперь назад. Как там, чего сложится. Будем докладывать обстановку. Все, удачи всем.